В России отмечают День неизвестного солдата. Эта дата посвящена всем тем, кто сложил свою голову за отчизну и кто покоится в братских могилах в нашей стране и за ее пределами. Активисты Общероссийского народного фронта в Ингушетии почтили память неизвестного солдата на торжественном митинге в городе воинской славы Малгобеке. Здесь же состоялась церемония возложения цветов. Первый в Ингушетии караул заступил сегодня в парке имени Серго Орджоникидзе. Несение караула – это в первую очередь выполнение боевой задачи и требует от личного состава точного соблюдения всех положений настоящего устава. Об этом бойцы юнармии знают уже по личному опыту. Именно на них сегодня легла ответственная и почетная миссия возглавить церемонию заступления в караул пост номер 1 у могилы неизвестного солдата. Они будут сменяться каждые 20 минут, и до конца сегодняшнего дня они будут нести вахту у могилы неизвестного солдата. На месте могилы неизвестного солдата, погибшего в зимний месяц жестоких сражений с фашистскими захватчиками на участке Старого Малгобека в 1987 году установили памятник. А уже в 2015 году его останки были торжественно перезахоронены в парке имени Серго Орджоникидзе. Сегодня на памятном митинге активисты молодежки Общероссийского народного фронта и движения «Юнармия» почтили память безымянного героя, воина и защитника, чье имя забыто, но подвиг еще жив. Мы должны это все передавать будущим поколениям. Пока вот так мы будем хранить эту память, они будут живы. Обучаться военному делу ему нравится, признается Адам Чермоев, ученик 9 класса и активист движения «Юнармия». К службе несения караула успел подготовиться. Первый раз принимаю участие в таком мероприятии. Нес караул возле памятника неизвестного солдата. «Ничто не забыто, никто не забыт». Фраза, ставшая частью рассказов о героях Великой Отечественной войны, зародилась вместе с днем рождения этой памятной даты – 3 декабря 1966 года. Это число стало ознаменованием 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой. Тогда же прах неизвестного солдата был захоронен у стен Кремля в Александровском саду. Памяти и уважение неизвестному солдату, которые погибли непосредственно при защите нашего города Малгобек. Их было более 120 тысяч погибших. Из них немногие остались только с именами, которые мы могли поднять и установить их данные. А так большинство из них так и остались неизвестными солдатами. И, конечно, нам надо более уважительно подходить к этому вопросу. Это сейчас обелиск, как и когда-то тот самый неизвестный солдат, в мороз и холод выглядит уверенно и в полной боевой готовности. Но еще пару месяцев назад все было иначе. Прилегающая территория к памятнику, как и сам обелиск, нуждались в реставрации, чем и занялись еще в сентябре текущего года активисты молодежки ОНФ и Юнармий. Мы решили там оградить эту могилу, поставить памятник, и потом нам предоставили каску советскую, которая была, решили ее тоже там положить, поставить, и чтобы было понятно, что это была могила неизвестному солдату, потому что она была там малозаметная, неухоженная. Также отличиться на памятной акции в городе воинской славы сумели учащиеся гимназии. Патриотический концерт, открытый урок и не только. Ребята подготовили доклады и стихотворения, посвященные памяти безымянным героям войны. Закончилось мероприятие минутой молчания. Лариса Дударова, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.